Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ новости, в студии Эльвира Ликерова и сурдоперевод Даурена Абдрасилова. Сегодня все прогрессивное казахстанское общество отдает дань памяти жертвам политических репрессий. Как известно, за период с 1927 по 1953 годы в стране были незаконно осуждены более 100 тысяч человек. Именно тогда были жестоко убиты представители казахстанской интеллигенции, работники науки, культуры и политики. Среди них значатся такие известные имена, как Ильяс Жансугуров, Турар Рыскулов, Алихан Букиханов, Беймбет Майлин, Мажат Джумабаев, Ахмед Байтурсынов и многие другие. Наш корреспондент продолжит тему. Видные ученые, поэты, писатели, цвет нации, казахская интеллигенция прошла аресты, ссылки и тяжелые годы в лагерях, объявленные при жизни врагами народа, и после смерти они долгие годы несли это клеймо. Хотя многие из них принесли обществу немало полезного, а их труды ценятся и почитаются по сей день. В списке жертв политических репрессий и сын казахского народа, выдающийся поэт Ильяс Жансугуров. По традиции, каждый год 31 мая у монумента известного драматурга собираются его родственники, представители интеллигенции, ученые, общественные деятели, а также студенты вуза, чтобы почтить память поэта и возложить цветы. Мероприятие, приуроченное памятному дню, продолжилось в областной филармонии, где вниманию общественности был представлен документальный фильм. Картина повествует о страшном периоде репрессий. Как известно, долгие годы многие исторические факты периода политических репрессий не исследовались должным образом. Многое оставалось неизученным. Согласно историческим сведениям, край ЖТСУ последним вошел под гнет российского колониализма. И если первыми завоевали Западно-Казахстанскую область и центральную часть страны до XIX века, то Семиречье стало последним в этом списке территорий. Поэтому история нашего края этого периода не до конца изучена. Я надеюсь, что участники специальной комиссии проведут должную работу по изучению список и личностей жертв политических репрессий и смогут восстановить справедливость. В прошлом столетии на территории Казахстана действовало 11 лагерей. Самые крупные из них – ГУЛАГ, Алжир, Степлак и Карлак. За годы репрессий туда было сослано более 5 миллионов человек. Участники мероприятия смогли воочию увидеть жизнь заключенных лагеря Алжир, воссозданной артистами Кербулакского районного театра «Куренбель», театрализованные постановки. К слову, Алжир был аббревиатурой названия Акмолинского лагеря жен изменников Родины. Репрессии – это слово по сей день вызывает страх, а в период с 1921 по 1953 годы им подверглось огромное количество людей, среди них и представитель духовенства Джамали Бахтияров. Наш дедушка Бабай родился в 1868 году. И, судя по всему, он был из состоятельной семьи. Наверное, его тоже родители были духовными служителями, потому что он в совершенстве владел арабским языком, Коран читал в оригинале, у него была очень богатая литература. В 1937 году, поздней ночью, как раз время намаза было, обычно приходили всегда, горе приходило всегда вечером, ночью. Пришли люди из НКВД, вооруженные, подождали, пока он досовершит намаз, и увели его в темную ночь. И с тех пор о нем ничего семья не знала. Просто знали, что он враг народа, и все.
Кроме того, в литературном музее имени Ильяса Жансугурова прошел День открытых дверей, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Цель этого мероприятия – развитие общественного согласия и общенационального единства, пропаганда нашего общего исторического наследия, сохранение памяти жертв политических репрессий. Кундуз Нурмуханбетова, Мади Байбуснов, телеканал Жетсу. 1 июня в школах Казахстана пройдут торжественные линейки в честь последнего звонка. Данное мероприятие также будет проходить в рамках празднования Дня защиты детей. В нем примут участие школьники 4, 9 и 11 классов. Сегодняшний день станет завершающим в образовательном процессе. Все учащиеся пройдут последние в этом учебном году уроки, а в завершении для всех учеников состоится классный час. На нем подведут итоги года и подготовят детей к летним каникулам. Учителя планируют предоставить списки книг и фильмов на каникулярное время. Наряду с этим педагоги расскажут ребятам о важности соблюдения безопасности во время каникул и разъяснят необходимость дополнительного образования во время летнего отдыха. В этом году, значит, День защиты детей у нас совпадает с окончанием учебного года. Для старшеклассников будем проводить линейку. Для учащихся начального и среднего звена будут проводиться тематические классные часы, будут проводиться конкурс рисунков на асфальте. Также спортивные игры, спортивные мероприятия будут проводиться и будут организованы экскурсии. По области запланированы разные мероприятия с учетом особенностей местности. В Панфиловском районе, в Алакуле, в Кирбулакском районе. То есть они, значит, могут детей повести, показать наши сокровенные места нашего региона. В этом году порядка 6 тысяч выпускников в области ЖТСУ завершат учебу в школе. Буквально через считанные дни для них наступает один из важнейших этапов жизни – выбор профессии. В помощь будущим абитуриентам приходят учебные организации, проводящие профориентационную работу. Так, на площадке региональной службы коммуникации состоялся брифинг с участием представителей ЖТСУского университета имени Ильяса Жансугурова и Талдыкурганского высшего политехнического колледжа. Спикеры рассказали о том, по каким специальностям обучают в этих учебных заведениях, какой пороговый уровень необходимо набрать на ЕНТ и как поступить на грант. Так, по их словам, в этом году увеличилось количество выделяемых государственных грантов по специальностям инженерной, обрабатывающей и строительной отраслей, информационно-коммуникационным технологиям, естественным и педагогическим наукам. Бізде Жетісу университетінде 43 білім беру бағдарламасы бойынша мамандар даярлануда. В Жетысусском университете идет подготовка свыше 40 специалистов по 3 образовательным направлениям. Проходной балл для поступления на ту или иную специальность разный. Например, для педагогических наук и юриспруденции абитуриентам необходимо набрать как минимум 75 баллов. А для поступления на экономический, гуманитарный или технический факультет 50. Также к нам можно поступить, сдав творческие экзамены. Сейчас в Жетысусском университете обучается порядка 5000 студентов. Из них 1300 за счет грантов. В конце учебного года около 1000 студентов получат дипломы об окончании вуза. Достойная смена. Молодежь из Талдыкургана стала полуфиналистами республиканского конкурса «Энактус Казахстан». В интеллектуальном соревновании приняли участие студенты более 40 учебных заведений страны. Каким проектом отличились изобретатели края ЖТСУ, узнаем из материалов сюжета. Лучшие молодые изобретатели Казахстана встретились в Астане. Достойное место среди финалистов заняла команда края ЖТСУ. В ее составе учащийся колледжа Жетысусского университета имени Ильяса Жансугурова Мейрамбек Умархан. Уже 3 года юноша занимается воплощением в жизнь своих идей. Он принимает активное участие в различных творческих состязаниях. На республиканском конкурсе он вместе со своей командой представил проект «Комфорт», главная идея которого – создать вспомогательное устройство для людей с особыми потребностями. Ең бастысы осы Жетісу облысының атын қорғап қана қоймай,
Самым главным для нас было не только защитить свою идею и достойно представить край ЖТСУ, но и осуществить реализацию проекта. Мы хотим помочь людям с инвалидностью жить с комфортом. В этом конкурсе мы заняли 2-е место. Думаю, это отличный результат. Хотелось бы отметить, что это не первая работа нашей команды. Всего у нас 10 проектов. Идей у молодежи действительно очень много. Среди них и проект для предпринимателей, работающих в сфере птицеводства. А до этого студенты изобрели устройство, которое вырабатывает природную электроэнергию. Также был прибор, помогающий заботиться об экологии. По словам еще одного члена команды края ЖТСУ Жанбола Байбола, на подготовку проекта под названием «Комфорт» у них ушло 8 месяцев. Преимущество этой работы в том, что все материалы гипоаллергенны, а само приспособление можно использовать в повседневной жизни. Основой для начала этого проекта стал видеоролик о том, как человек с инвалидностью поднимается по лестнице. Это подтолкнуло нас к созданию своего устройства, которое поможет таким людям легче передвигаться. Мы нашли мастера, который помог нам начать реализацию задуманного. Мы разработали наш проект, работая с организациями Талдыкургана, которые занимаются поддержкой людей с особыми потребностями. Сегодня колледж ЖТСУского университета имени Ильяса Жансугурова признан одним из лучших среднеспециальных учебных заведений технического и профессионального образования. Здесь по 10 специальностям обучаются 800 студентов, многие из которых активно участвуют в республиканских и международных соревнованиях и при этом успешно отстаивают честь края ЖТСУ. Надежда Белова, Камила Тыныштай, Жайк Курманбаев, телеканал ЖТСУ. В памяти народной 3 года прошло со дня смерти известного казахстанского журналиста, автора популярных телепередач «Айтуга Оңай» и «Қарекет» Бейсена Куранбека. Однако, несмотря на то, что его жизнь была короткой, он сумел оставить в сердцах людей яркую память о себе и своем творчестве. Стоит отметить, что нынешняя молодежь проявляет к нему неподдельный интерес, в связи с чем в прошлом году в области ЖТСУ с участием школьников и молодежи был реализован проект имени Бейсена Куранбека. Ведь уже сейчас многие из юношей и девушек мечтают пойти по стопам легендарного тележурналиста. А в рамках проекта в этом году прошла встреча под названием «Сердце, бившееся ради народа». Подробности далее в сюжете. Бейсен Куранбек прожил яркую, интересную жизнь, ставшую примером для многих его последователей, а в работе ему не было равных. Ведь в своих авторских программах «Айтуга Оңай» и «Қарекет» он не только отражал социальные проблемы общества, но и стремился помочь каждому из героев передач. Высокий рейтинг авторских программ был завоеван не только благодаря актуальным темам. Их популярность – личная заслуга Бейсена Куранбека. На сегодняшний день его личность, деятельность и творчество стали предметом изучения для школьников средней школы номер 17. В стенах образовательного учреждения на протяжении полугода реализуется проект под названием «Бейсен Куранбек. Легендарная личность», в рамках которого учащиеся каждого класса собирают информацию о жизни и творчестве тележурналиста. На сегодняшний день многие наши ученики прекрасно знают о личности Бейсена Куранбека, кем он был, какую деятельность вел, какой вклад он внес в общество. Наряду с этим дети знают и о 7 основных заповедях, на которых основывалась жизнь тележурналиста. Наша исследовательская работа не ограничивается лишь просмотром видеозаписей. К примеру, наши выпускники посетили школу, в которой учился Бейсен Куранбек. В ходе мероприятия учащиеся остановились на именах 7 героических казахов, которых так почитал Бейсен Куранбек. В этом списке Бауыржан Момышулы, Динмухамед Кунаев, а также имена зарубежных просветителей. Наряду с этим были озвучены и 7 принципов семьи Бейсена Куранбека, главным из которых для него было сохранение единства семьи, проявление уважения к близким и другое. Бойкие ответы учащихся показали глубокие знания этих наставлений. На встрече позвучали и стихотворения, посвященные памяти талантливого журналиста. Бүгінгі Бейсен Куранбекке арналған іс-шараның өтіп жатқанына өте қатты қуаныштымын, себебі Я очень рада, что приняла участие в мероприятии, посвященном памяти Бейсена Куранбека, потому что я считаю, что это очень полезно для тех юношей и девушек, кто мечтает пойти по его стопам и стать таким же талантливым и профессиональным журналистом. К тому же мы смогли еще раз услышать и повторить основы семейных ценностей, которые были так дороги Бейсену Куранбеку и которых он придерживался при жизни. Благодаря таким встречам многие школьники смогут внести вклад в развитие нашего общества и принести пользу не только своей стране, но и миру.
По мнению организаторов мероприятия, учащимися уже собрано достаточно информации о жизни и деятельности Бисена Куранбека. Наряду с этим большим подспорьем для желающих пойти в профессию журналиста станет открытие телестудии на базе образовательного учреждения. К слову, инициатором идеи выступило руководство школы. Гульмира Тимиргалиева, Жаркын Шентаев, Ержан Дусен, телеканал ЖТСУ. Политические репрессии 30-х годов 20 века – печальная страница в истории нашего народа. А потому 31 мая – официальная памятная дата, когда все казахстанцы должны вспомнить и почтить память погибших героев. Жестоким политическим решением Сталина была уничтожена треть титульной нации. Казахская элита в лице членов партии Алаш и других славных сынов подверглись массовым репрессиям. Целые народы вынуждены были покинуть родные земли. Сломлены судьбы миллионов людей. Страшный голод унес тысячи жизней. Сегодня во многих городах и населенных пунктах нашей страны прошли памятные мероприятия. В области ЖТСУ одно из таких состоялось в Центральной библиотеке имени Сакена Сейфуллина. На духовно-нравственную встречу собралась молодежь областного центра. По словам организаторов встречи, воспитательная работа подрастающего поколения должна включать в себя такие принципы, как возрождение исторического самосознания народа и формирование гуманистических взглядов на жизнь. Участникам мероприятия также выпала возможность ознакомиться с экспонатами книжной выставки под названием «Патриоты Алаша». Кроме того, здесь были выставлены архивные материалы и документы, показан видеоролик на тему политических репрессий. Ежегодно 31 мая мы отмечаем День памяти жертв политических репрессий и Голодомора. В этот день мы вспоминаем наших предков, стоявших у истоков государственности. В этот тяжелый период погибло огромное количество казахов. Сегодня мы отдаем дань памяти нашим героям, пропагандируем их добрые дела, которые были сделаны во имя свободы казахского народа. На эту встречу я пришла с большим воодушевлением. В этот день хочу выразить любовь к своему народу и чувство патриотизма. Литература является моим внутренним отражением. Читая наполненные смыслом произведения алашской интеллигенции, у меня появляется чувство, будто я разговариваю, общаюсь с ними. Хочется вернуться в историю, в прошлое. Лично для меня они являются символами борьбы за справедливость. Два брата-близнеца Самат и Санат Сарсенулы стали чемпионами мира по джиу-джитсу. С их участием в Доме журналистов состоялась пресс-конференция, где молодые спортсмены поделились своими успешными результатами и планами на будущее. Санат завоевал первое место в международном турнире «Таиланд Гран-при», который завершился буквально неделю назад. А его брат Самат принимал участие в другом международном первенстве «Париж Гранд-слэм», проходившем в конце апреля во Франции. Братья-близнецы в спорте с 12 лет. Сейчас парням по 21 год. Они являются студентами 4-го курса ЖТСУского университета и обучаются на факультете культуры и спорта. Сначала мы начали с вольной борьбы. Потом в 2017 году перешли на джиу-джитсу. Благодаря большому труду и стараниям мы достигли высоких результатов. Я сейчас являюсь международным мастером спорта. Мы часто выезжаем на мировые первенства. Каждая победа для нас особенная. Невозможно передать словами те чувства, которые спортсмены испытывают на пьедестале. В будущем мы хотим покорить Олимпийские игры, ведь для спортсмена это самая высокая награда. Такой сложилась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания.